27 сентября – одна из важнейших дат в новейшей истории Абхазии. Ровно 25 лет назад в этот день была освобождена столица нашей Родины. Эта победа предопределила общий исход Отечественной войны народа Абхазии. Враг был сломлен. Через 3 дня абхазская армия вышла на границу по реке Ингур. В день освобождения Сухума отдать дань памяти и уважения погибшим воинам пришли президент Рауль Хаджимба, премьер-министр Валерий Бганба, спикер Народного собрания Валерий Кварчия, члены правительства, депутаты парламента, представители силовых структур республики, политических и общественных организаций, ветераны войны, матери погибших, горожане, школьники и самые маленькие жители столицы. Для ветеранов войны, участников боевых действий, самыми главными праздниками, безусловно, являются День освобождения Сухума и День Победы и независимости Абхазии. И даже спустя четверть века в памяти воинов-победителей свежи события 25-летней давности. Весть об освобождении столицы от грузинских оккупантов многих ветеранов застала на линии фронта, в окопах. Ту радость и всеобщее ликование, которое испытывал весь абхазский народ, никогда не забыть. Начиная с фуникулера мы шли... Все ждали друг друга, поднялись в обезьяний питомник, а тут через Яштуху спустились на районе вокзала. Оттуда его окружили Совмин и освободили город. Дальше еще до Ингури доехать, дойти, освободить полностью, вот это мы думали. Мы встретили день освобождения города в Бирсхах, а потом 28-го мы зашли сюда, в Сухум, и дальше поехали, как говорится, до самого конца Ингура. Мы этого дня ждали год, это очень огромное значение имело тогда, это самый радостный день был. 25 лет, как будто вчерашнего все прошло, ребят наших вспоминаем. Те 25 лет, которые прошли, мгновенно, после этого уже дети уже семейные стали. Дай Бог, чтобы наша республика расцветала, чтобы то, что было, чтобы не повторилось. В эти праздничные дни ветеранов и жителей нашей республики переполняют смешанные чувства. Но тяжелее всех матерям погибших, чьи сыновья и дочери так и не увидели долгожданную победу. Здесь я сына потеряла. И еще второго сына в Кабарде потеряла. Военный был. Больше у меня никого нету. Но я в такой великий праздник не могла сюда не приехать. Я люблю Абхазию, очень люблю. Дай Бог мира и счастья вам всем. Это радость для всего народа, для Абхазии. Это мы радуемся, конечно, это даже слов нет. И больно, конечно. Я сына единственно потеряла, и муж без вести пропал. Пожалуй, нет ни одной семьи в Абхазии, кого бы не коснулась война. Наряду с мужчинами на фронт шли и хрупкие девушки. Благодаря их мужеству и непоколебимой стойкости были спасены сотни жизней абхазских бойцов. Уже на фуникулере мы увидели, как здание Совмина начинает обстреливать и гореть. Мы уже спустились на улицу Папаскир. Но нашей радости, конечно, не было предела, но эта радость была тоже со слезами, и радости, и боли, потому что мы потеряли свою подругу Марину Таню в тот день на Бараташвили, ее снайпер снял. И вот эта радость и боль такая, необъяснимая, дикая такая, она перемешалась. Я всем желаю радости, счастья, мирного неба. Пусть наша Абхазия со своим народом расцветает. Слышали, на Бараташвили. Мы там долго, полдня стояли, и уже когда их освободилось, и нам передали: мама, где свободная. И мы от радости все пришли на площади, танцевали радость. Эту радость даже не передать.
27 сентября столица отмечает 25-летие со дня освобождения. Сколько бы времени ни прошло, одно останется неизменным. Каждый год в этот день люди идут к мемориалу славы, чтобы поклониться бессмертному подвигу павших героев. Аля Катрапш, Ильдар Дамиров, Александр Чернов, Абхазское телевидение.